3 брата, бежавшие из уйгурского автономного региона в 2013 году, были задержаны индийской полицией по дороге в Ладак на индийско-китайской границе. В 2014 году индийский суд приговорил их к 1,5 годам тюрьмы за пересечение границы без паспорта и ношение ножа. Недавно выяснилось, что братья все еще находятся в индийских тюрьмах. Fair Planet сообщила, что 3 братьев Адиль, Абдухалик и Абдусалам, которым на тот момент было от 20 до 23 лет, заявили полиции, что причиной их побега после поимки было политическое давление. Их адвокат Мохаммед Шафиласу сказал: «Я много раз говорил властям и судьям, что эти 3 – люди, бежавшие из-за китайских преследований. При этом я просил, чтобы их не высылали обратно в Китай и не переселяли в Индию, но пока никакой ответной реакции я не получил». Турки-уйгуры и другие тюркские народы в Восточном Туркестане должны присутствовать на церемонии флага, организуемой Коммунистической партией Китая, каждое воскресенье. Недавно из соцсетей стало известно, что женщина умерла во время бега на церемонию вручения флага. Продолжая геноцид турок-мусульман в Восточном Туркестане, Китай ускоряет колониальную деятельность в Западном Туркестане. Министр транспорта Узбекистана Ильхам Махкамов сообщил, что китайские логистические компании будут не только поставлять товары и оказывать транспортные услуги через территорию Узбекистана, но и создавать логистические центры в приграничных районах страны. Китай принял резолюцию «Консолидация китайского национального самосознания», чтобы усилить свою политику ассимиляции и систематического геноцида против народа Восточного Туркестана. На втором заседании 13-го комитета политического совета вместе с парламентариями было принято решение консолидации китайского национального самосознания с целью активизации политики ассимиляции и систематического геноцида против народа Восточного Туркестана, а также иные постановления. Белый дом отреагировал на запрет Китая американскому производителю микросхем Micron поставлять продукцию для критически важных инфраструктурных проектов. Заявив, что запрет Китая основан не на фактах, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон недоволен этим решением, а также преследованием американских компаний. Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что страна продолжает увеличивать поставки энергоносителей в Китай и сообщил, что поставки российских энергоносителей в Китай увеличились на 40% в первом квартале 2023 года.